Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях среды 12 мая вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Премьер Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом. В Алдане длительные выходные благотворно сказались на эпидситуации. Якутия скорбит вместе с Татарстаном. В память о погибших в Якутске возложили цветы, а в Нерюнгри запустили в небо белые шары. Прекрасная возможность получить новую профессию, находясь в декрете. Проект содействия занятости стартовал в регионе. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Мы расскажем, как персонал республиканской больницы сражается с COVID-19. Силовые тренажеры на любой вкус, только профессиональные. Многие в единственном экземпляре. Новый фитнес-клуб открылся в Ленске. Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с пандемией. По мнению премьера, ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией, сказал глава Кабмина. По его словам, это общая ответственность властей и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту. Премьер подчеркнул, что коронавирус поставил под угрозу жизни миллионов людей, и для недопущения самых тяжелых сценариев развития событий правительство по поручению президента разработало ряд чрезвычайных мер, потребовавших нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы. Тем временем в Якутии 105 новых случаев заболевания выявили за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, из них в Якутске 60. Среди районов наибольшее количество по-прежнему приходится на Мигино-Кангаласский, там 13 пациентов. В Чурапчинском районе 7, в Амгинском 6, в Намском 4, в Сунтарском и Усть-Алданском по 3 случая. В Балданском, Горном, Нерюнгринском по 2. По одному человеку заболели в Верхоянском, Кобейском и Аймеконском районах. За сутки лаборатории региона провели свыше 1800 исследований на COVID-19. Вчерашнего дня в ряде районов республики для школьников введено дистанционное образование. А это значит прежде всего, что окончание учебного процесса пройдет вот в таком онлайн-формате. В связи с этим просьба, рекомендация к родителям детей в обязательном порядке, прежде всего, отслеживать саму по себе ситуацию по месту нахождения детей и, конечно же, при первых же признаках заболевания обращаться в наши учреждения здравоохранения. В Якутске учащихся 9 и 11 классов перевели на дистанционное обучение, однако контрольные работы, в том числе государственная итоговая аттестация выпускников, будут проводиться в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Консультации и подготовка к экзаменам будут проводиться также в очной форме малыми группами. По состоянию на сегодня в системе образования республики выявлено всего около 70 случаев заболевания COVID-19. Больше всего заболевших зафиксировано в городе Якутске, Мигино-Кангаласском, Горном, Усть-Алданском районах. По мониторингу 127 школ у нас находятся на дистанционном обучении. При этом, было рекомендовано главам муниципальных районов, письмо уходило 10 мая, о том, чтобы перевести на дистанционное обучение 5 заречных улусов, Вилюйский улус и город Якутск. Приказ, их распоряжение выходит, и, скорее всего, не сегодня ситуация изменится, и школ станет больше на дистанционном обучении. То есть вообще всего там 207 школ, которые должны будут перейти на дистанционное обучение. Длительные выходные благотворно сказались на эпидситуации в Алданском районе. Наметились положительные тенденции. По данным на 12 мая лечение в стационаре получают чуть более 10 пациентов. 20 человек находятся под медицинским наблюдением. Продолжит тему Татьяна Вахнина. 12 пациентов получают лечение в стационаре. Под наблюдением находятся чуть более 2 десятков человек. Таковы основные характеристики эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19 в Алданском районе на 12 мая. По мнению эпидемиологов, за длительные праздники в обстановке обозначились положительные тенденции.
Мы существенно снизили заболеваемость и сумели вылечить основную часть пациентов и снять, соответственно, контактных. То есть, начиная неделю от более 100 человек по медицинским наблюдениям, мы праздники закончили всего с 20 людьми. Инфекция регистрируется во всех возрастных группах. До конца недели школа села Хатыстыр учится дистанционно. На исходе апреля COVID-19 был диагностирован у 2 детей и 1 сотрудницы. В районе стабилизируется ситуация по ОРВИ. Эпидпорог не превышен. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Алданском районе реализуется комплекс мер. Выявление больных, контактных, локализация, ликвидация очагов. То есть все как обычно. Распространение новой коронавирусной инфекции минимизирует массовая иммунизация. По информации руководства Алданской центральной районной больницы, последняя партия вакцины освоена полностью. Второй этап ожидают порядка 350 человек. В ближайшее время в район поступит 2000 доз препарата Эпивак и 500 доз вакцины Гамковид-Вак. Сроки поступления зависят от авиарейса. Врачи напоминают о соблюдении мер безопасности. Благополучие эпидобстановки зависит от каждого из нас. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила эпидпорог почти на 35% среди якутян старше 15 лет. По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону, в целом показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 14%. Превышен порог среди возрастной группы 15 лет и старше, говорится в сообщении. С 3 по 9 мая в республике выявлено 5350 случаев заболевания ОРВИ, из которых 69% приходится на детей. По данным лабораторного мониторинга, на территории Якутии циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Половодье на реке Лени в Иркутской области проходит стабильно. До границы с Якутией остаются чуть более 200 километров. Нижняя кромка ледохода находится в 15 километрах ниже по течению от населенного пункта Коршуново Кикиринского района Иркутской области. Динамика за сутки 146 километров. До границы с Якутией 201 километр. В этом году Ленское бассейново-водное управление традиционно будет запускать онлайн-трансляцию ледохода на территории Якутска. 14 мая специалисты выйдут устанавливать видеокамеры на Кангаласском мысе. По предварительным прогнозам, вскрытие Лены в районе города ожидается с 16 по 20 мая. Видеокамеры будут установлены на Кангаласском мысе и на территории города в районе акционерного общества «Водоканал». Онлайн-трансляция будет доступна на сайте управления lbvu.ru, YouTube-канале, а также в соцсетях. Начало онлайн-трансляции 15 мая. Погибшим в Татарстане в Якутске возложили цветы. Напомним, трагедия произошла 11 мая в Казанской школе номер 175. В результате стрельбы погибли 13 человек. Это 11 учеников, преподаватель и охранник. Еще 27 человек получили ранения. Из них 16 госпитализированы в больницу, включая 12 детей. Поддержать участников трагедии, зажечь свечи и возложить цветы собрались неравнодушные граждане на площади Дружбы в Якутске. Мы, татары Республики Саха-Якутия, как и весь народ Российской Федерации, скорбим, переживаем, разделяем боль и утрату с близкими. Просим Всевышнего, чтобы принял души умерших и дал силы и выздоровления раненым детишкам и взрослым. В Нерюнгри тоже почтили память погибших в Казани школьников. Жители столицы Южной Якутии вышли сегодня на сквер Святой Варвары и почтили память погибших минутой молчания и пустили в небо белые шары. Конечно, не хотела, чтобы такое когда-то происходило, но раз произошло, то мы хотя бы все, что мы можем, пусть эти шарики будут каким-то символом для этих деток. Получается, что уже и профессия учителя перестала быть неопасной. Именно наша коллега-учительница заслонила собой ребенка и была убита. И это, конечно, большая трагедия. Хочется сказать о том, что нужно защищать наших детей, а именно организовать настоящую защиту детей в школах. Наверное, не передать это тяжело, потому что я мама 4 детей, 2 из них школьники. Соответственно, воспринять такую информацию, что может быть твой ребенок находиться в такой момент там. Пусть они знают, что мы о них помним, и хочется сказать, что, мы, взрослые в какой-то степени виноваты, поэтому простите, что не уберегли.
Напомним, сегодня в Татарстане день траура в память о погибших в результате стрельбы. С июля прошлого года в Якутии работает специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. Плательщиками этого налога могут стать так называемые самозанятые граждане. Наш корреспондент в Нерюнгри подробнее расскажет об этом налоговом режиме. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги без наемных рабочих, могут пройти регистрацию в качестве самозанятого без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог». Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» создает стимул для выхода людей из тени, занятых в бьюти-сфере, сдающих имущество в аренду, оказывающих услуги ремонта, занятых в приготовлении продуктов питания на дому. Меня устраивает полностью 4% налога, который я плачу каждый месяц до 25 числа. Абсолютно просто захожу в приложение, у меня там указан мой доход, налог, который я выплачиваю, да, прикрепила Сберкарту, и все это просто быстро делается, без всяких там хождений в какие-то инстанции. Достоинствами данного налогового режима являются пониженные налоговые ставки, упрощенный порядок взаимодействия с налоговыми органами, простота и удобство уплаты налога, отсутствие обязанностей подавать декларацию и исчислять налог. Данная категория граждан освобождается от уплаты страховых взносов и применения контрольно-кассовой техники. Еще главным плюсом является то, что они применяют пониженные ставки. 4% это для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6% если это индивидуальные предприниматели либо организации. На сегодня в Нерюнгринском районе осуществляют деятельность 689 самозанятых граждан, что составляет 1/3 от зарегистрированных предпринимателей, применяющих другие системы налогообложения. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Федеральный проект содействия занятости национального проекта «Демография» начинает реализацию программы «Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии». Воспользоваться программой смогут пенсионеры, женщины по уходу за ребенком, граждане без работы и другие. Сегодня в рамках данного проекта для запуска своих образовательных программ подписали соглашение представители Госкомитета по занятости населения СВФУ, Томский госуниверситет, Центр опережающей профподготовки и Агентство развития профмастерства WorldSkills Россия. Участники проекта будут обучать желающих получить новую специальность по своим образовательным программам на бесплатной основе. Всего за этот год квоту на обучение получат более 1000 якутян. Подать заявку можно на сайте трудвсем.ру. Проект «Демография» и мероприятия по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию безработных и незанятых граждан, а также отдельных категорий граждан, реализуется в республике с 2019 года, как и по всей стране. За этот период мы обучили более 1000 человек. Эффективность мероприятия показывает факт трудоустройства. 94% граждан, которые предпенсионного, пенсионного возраста нашли свою работу или продолжили работу по новым компетенциям. В настоящее время у нас более 145 образовательных программ по Центру опережающей подготовки. Поступило более 207 заявок уже от безработных и незанятых граждан, а также граждан предпенсионного возраста и женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Власти Якутии планируют в этом году помочь трудоустроиться более 4000 подростков. На эти цели из бюджета республики выделят 22 миллиона рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, свободное от учебы время, ведется в рамках госпрограммы региона. Временное трудоустройство будет организовано во всех районах Якутии. Наибольшее число подростков будет трудоустроено в Якутске – более 700 человек. В оленеводческие хозяйства летом направят порядка 100 подростков. Самые популярные среди молодых людей профессии относятся к сфере благоустройства территории, овощеводства и цветоводства. На трубке Зорница в Удачном возобновляется добыча. В этом году план 700 тысяч тонн руды. Напомним, год назад добычу на месторождении временно приостановили, технику законсервировали. С 1 июля горняки вновь начинают разработку карьера. Сейчас необходимо подготовить технологические проекты, подъездные пути и внутрикарьерные дороги, а также организовать рудные склады и места хранения отвалов. Центр сервисного обслуживания занимается подготовкой горной техники. Вскоре она прибудет на месторождение. Продолжается и подбор специалистов. По кадровому вопросу, сейчас тоже согласно мероприятий
производится и подбор персонала, и вот штатных единиц поэтапно. Тоже график расписан. В принципе, особо таких серьезных проблем нет. В основном упор делается на местных, здесь, на Якутию. Ну, это что касается горных профессий. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры, профессиональный праздник среднего медперсонала. В торжествах участвуют сотрудники государственных и частных лечебных учреждений, студенты, выпускники и преподаватели медицинских колледжей и вузов. О том, как персонал республиканской больницы борется с тяжелой эпидситуацией в Якутске, расскажет Алексей Лукьяненко. Отделение кардиореанимации было сформировано в 2011 году в составе Республиканского сосудистого центра в рамках программы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В отделении работает 21 медицинская сестра. Ими оказывается помощь пациентам с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией со всей республики. О непростой, но любимой работе рассказали медсестры кардиореанимации. Да, я с детства хотела стать врачом. Хотела помогать людям. Да, у нас работы много, и мы стараемся уделить время. У нас экстренная больница, 24 часа работаем, пациентов принимаем. У нас есть приемная палата, там по скорой привозят пациентов и возим на операцию. Да? После операции пациент поступает в палату, и медсестры дальше наблюдают за пациентом. Регламент медсестры включает в себя оперативную регистрацию пациента, после чего в течение 15 минут нужно успеть снять электрокардиограмму, взять анализы и подготовить пациента к операции. Но это только начало, так как после операции медсестрами проводится суточное наблюдение за пациентом. При остановке сердечной деятельности экстренно вызывают доктора и начинают реанимационные мероприятия. Как рассказала Наталья Викторовна, раньше работала в разных сферах деятельности и только потом, спустя некоторое время, поняла свое истинное предназначение. Так сложилось, что я попала в медицину. Начинала там с санитарки, потом стала сестрой-хозяйкой, потом закончила курсы младшей медицинской сестры. И, знаете, так втянулась и поняла, что когда-то в молодости я все-таки выбрала не ту профессию. Всю вот эту чистоту, все эта обстановка, это все младшие медицинские сестры и санитары. Только в месяц в кардиореанимацию поступает порядка 120 больных с симптомами, обращаются около 200 человек. Более того, пациенты доставляются из разных районных больниц санавиацией. Как рассказали медсестры, бывает порядка 40 рейсов в месяц. Стоит отметить, что в этом году отделение кардиореанимации отметит свой 10-летний юбилей. Алексей Лукьяненко, Григорий Григорьев, Якутск. В столице Алмазного края проходят заключительные съемки нового телесериала на якутском языке «Камень счастья». Жанр картины – мелодрама, сюжет повествует об интересной и запутанной судьбе героев двух поколений. История влюбленных, которая началась в 60-х годах в мирном, расставание и встреча спустя более полувека. Автор сценария, писательница и журналист Сарсардана Сивцева Ада Сарт, режиссер картины Марина Платонова. Главную роль исполняет заслуженный артист Российской Федерации и народный артист Республики Саха Анатолий Николаев. Сериал будет состоять из 16 серий по 40 минут. Премьера состоится в эфире телеканала НВК Саха осенью этого года. Дана Сарт, наш сценарист, он выдумал этот образ Федорова. Вроде бы он сюда приехал с двумя своими одноклассницами. Год поработал, потом уехал ночью в Москву на горное дело. И по окончании работал там в Якутске и впоследствии Алросе. Осталось несколько сцен, и вот приехали. По сценарию у нас должна быть осень, но вчера выпал снег, так что мы даже испугались, что все планы нарушатся, да? Но сегодня как раз вот солнышко вышло. А так, погода холодная, простудились уже.
Новый фитнес-клуб открылся в Ленске. Для ленчан это событие стало значимым, его ждали давно. Это новое поколение спортивных залов. Тренажерный зал остается ядром клуба. Именно железо популярно всегда. В клубе его предостаточно. Силовые тренажеры на любой выбор, только профессиональные. Многие в единственном экземпляре. Правильно их использовать спортсменов-любителей научит опытный тренер. К подбору кадров тоже подошли со всей ответственностью. Все инструкторы, дипломированные специалисты и сами спортсмены. У нас есть несколько залов. Зал тренажерный с силовыми тренажерами, зал кардио, где представлены кардиотренажеры, то есть беговые дорожки, сайклы, велотренажеры. Два зала групповых занятий, где мы будем проводить занятия по йоге, по борьбе. В общем, направлений будет масса. У нас будут и детские направления, и взрослые. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.